как второй президент Казахстана проводит то, что он называет политическими реформами, находясь в системе, созданной его предшественником. Какой была реакция этой системы на пандемию и какие больные места в ней высветили новые вызовы? Об этом и не только Азатык поговорил с правозащитником Евгением Жовтисом, директором Казахстанского бюро по правам человека. Ровно год назад в Казахстане объявили состав Совета общественного доверия, органа при Кассым-Жомарте Токаеве, созданного самим же президентом для того, чтобы, как он сказал, наладить диалог с гражданским обществом. Заявление о необходимости диалога из уст Токаева прозвучало после выборов, которые сопровождались массовыми протестами против самих выборов и задержаниями. За год состоялось 3 заседания Совета доверия, в которые были приглашены политологи, экономисты, блогеры и люди, считающиеся лидерами мнений. Были выдвинуты инициативы, часть из них получила название пакета политических реформ. Недавно советник Токаева заявил, что этот пакет реализован в полном объеме. Получился еще один совет, но не получилось общественного доверия. Задали вопрос правозащитнику Евгению Жовтисом: вы не вошли в Совет общественного доверия, созданный после прошлогодних выборов. Почему и как вы оцениваете работу этого органа? Евгений Жовтис: в Казахстане и раньше создавались разного рода структуры, постоянно действующие совещания, общественная палата, комиссия по вопросам демократизации. Предпринимались разные попытки как-то институализировать диалог между обществом и властями. После президентских выборов в окружении господина Токаева возникла такая же идея. У меня с самого начала были определенные сомнения из-за названия этой структуры – Национальный совет общественного доверия, НСОД. В словосочетании «национальный совет» никаких проблем нет. Это некий консультативно-совещательный орган при президенте, который создается, чтобы отреагировать на запрос общества к изменениям и оживлению, чтобы консультировать президента. Но меня смутило использование в названии слов «общественное доверие». Когда речь идет о такой формулировке, то планка сразу значительно повышается. Установление высокой планки определяет очень высокий уровень ожидания от таких структур. У нашего общества было достаточно завышенное ожидание от НСОД. Так, либеральная, демократическая часть общества ожидала серьезных политических реформ, большей свободы слова, свободы собраний, большего политического участия оппозиции, большей возможности выразить свои политические взгляды и так далее. То есть перехода от авторитаризма к демократии. Другая часть общества, уставшая от коррупции или от беспредела силовых структур, ожидала серьезных реформ судебной системы, чтобы в ней обеспечивались независимость и справедливость, кардинального реформирования правоохранительных органов, серьезной борьбы с коррупцией. Это же можно сказать и в отношении ожиданий среднего и малого бизнеса, который вообще стонет под гнетом коррумпированной системы. Казахская патриотически активная часть населения минус ожидала поднятия вопросов, связанных с языковыми проблемами, вопросов, связанных с иностранным участием. Какая-то часть населения ожидала социально-экономических изменений, потому что очевидно явное неравенство, социальная несправедливость. Этнические меньшинства тоже чего-то ожидали. И что они получили через год? А через год обнаружилось, что НСОД оказался заложником этих ожиданий, по существу, стал продолжением президента. Если оценивать результаты, оказалось, что получился еще один национальный совет, но в очередной раз не получилось общественного доверия.